В социальных сетях появилась информация, что уже с завтрашнего дня будут отключать электроэнергию тем, кто не выплатил задолженности. Однако многие кыргызстанцы слышат об этом впервые. Они в недоумении, почему администрация Северэлектро не сообщила об этом заранее абонентам. По словам людей, многие не смогут выплатить долги за несколько дней. Опять чыкты, даже квитанция. Карантин уагында, да. Бірақ квитанцияда жазылыш жоқ, что это своевременно, азыр жоқ. А бірақ пеня кетівата. Сколько вы заплатили? Сколько нагорело? 5000 за месяц. По-разному выходит. По-разному выходит, в зависимости как на этот. Вот эти во время карантина вы платили? Да, или? да, платили. Ранее власти давали трехмесячную отсрочку абонентам, срок которой истекает уже завтра. Открытое акционерное общество Северэлектро и ее территориальное отделение с 26 июня начнут отключать потребителей от электроснабжения. В наименее выгодных условиях оказываются жители частного сектора, чьи дома подключены к умным счетчикам. В случае задолженности электричество отключится автоматически, вне зависимости от суммы долга. Система, так называемая АСКО, это умные счетчики, она, невзирая на статус, положение абонента, она действует автоматически. При наличии задолженности она просто отключает абонента. Поэтому на сегодняшний день особых проблем по взысканию задолженности с больших особняков, либо других, может быть, чиновников, которые до этого вызывали бурное обсуждение у населения, у нас сегодня таких случаев не имеется. Поэтому что маленькая времянка, что большой особняк, если есть долг, умный счетчик отключает сам. Энергетики объясняют это необходимостью создания условий для стабильной и бесперебойной работы энергосистемы, своевременной модернизацией энергооборудования и проведением работ по подготовке к осенне-зимнему периоду. Стоит отметить, на сегодняшний день бытовые абоненты задолжали за электричество более 65 миллионов сомов. 26 июня этот льготный период истекает, поэтому мы вынуждены принимать меры по отключению дебиторов, так как основной причиной является то, что мы в летний период обязаны готовиться к зимним нагрузкам. А для этого, как всем известно, нужны средства. Как я уже отметил выше, у абонентов на сегодняшний день дебиторская задолженность превышена на 65 миллионов. Это те средства, которые нашими потребителями еще не оплачены, и в случае оплаты должны быть направлены на ремонтную кампанию. Стоит отметить, по городу Бишкек имеется 250 тысяч бытовых абонентов, из них 124 тысячи составляет частный сектор, остальную же часть составляют жители многоэтажных домов. Азамат Кенжешев, Телек Джуматаев, Нью ТВ.